В эфире информационная программа «Итоги дня». В студии Дарья Краленкова. Здравствуйте. В начале коротко о темах. В Якутии с 1 апреля начнется поэтапное ограничение грузоподъемности на ледовых переправах. Узнаем, на каких именно федеральных дорогах. Глава республики Айсен Николаев обозначил ключевую задачу по снабжению арктических и труднодоступных территорий жизненно важными грузами. Узнаем подробности о планах. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают метеорологи. Узнаем, как специалисты несут службу. В Якутске стартовал форум ювелирного мастерства. На площадке прошли мастер-классы, выставки и дискуссионные сессии. Триумфальное выступление масс-рестлеров в общекомандном зачете прошли на чемпионате «Сила Севера». В соревновании собрали сильнейших атлетов из 30 регионов России. В Якутии с 1 апреля начнется поэтапное ограничение грузоподъемности на ледовых переправах. Так, на федеральных дорогах Вилю и Колыма снижение до 30 тонн с 1 апреля до 20 тонн 8 апреля и полное закрытие переправ 15 апреля. Это касается главной ледовой переправы через реку Лену Якутск-Нижний Бестях, всех 4 переправ через реку Вилю и Алдан. На автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения нагрузка снизится до 20 тонн с 10 апреля. С 19 марта на участке Джибари-Кихая Охотский перевоз грузоподъемность снижена до 20 тонн. На автозимниках северных и арктических районов снижение стартует с 5 апреля. Айсен Николаев обозначил главную задачу текущего периода – обеспечить доставку жизненно важных грузов в арктические и труднодоступные территории республики до начала ограничений на автозимниках и переправах. На текущий момент в труднодоступные районы доставлено 70% жизненно важных грузов от общего плана. Однако из-за теплой погоды ледовые переправы и автозимники могут закрыться раньше обычного, что требует от дорожных служб и перевозчиков максимального ускорения работы. Поэтапное ограничение грузоподъемности на федеральных трассах Вилю и Колыма и переправе Якутск-Нижний Бестях начнется уже с 1 апреля до 30 тонн, а с 15 апреля движение будет полностью прекращено. Сегодня штаб по завозу грузов по автозимникам провели на уровне главы республики. Арсений Сергеевич лично держит на контроле завоз грузов по автозимникам. И ситуация, которая сегодня складывается на территории республики, безусловно, вызывает тревогу. Связано с поздним началом работы по завозу. Оно было связано поздним ледоставом, между тем. И, конечно, было связано с финансовыми отношениями, которые складывались по хозяйствующим субъектам, которые завозят топливно-энергетические ресурсы. Между тем, этот вопрос был решен по мере возможности. Благодаря работе руководства республики мы получили кредит от федерального бюджета по опережающему режиму именно на северный завоз. В столице республики в связи с проведением капитального ремонта дорог введено полное ограничение движения транспорта на 2 оживленных участках. С 23 марта по 11 апреля закрыт проезд по улице Дежнева на отрезке от улицы Кулаковского до улицы Крупской. Также до 1 апреля текущего года перекрыто движение по улице 50 лет Советской Армии на участке от улицы Кальвица до улицы Бабушкина. Городские власти просят водителей заранее планировать свои маршруты и учитывать данные ограничения при передвижении по городу. Менее 2 месяцев остается до завершения обучения курсантов первого потока республиканской кадровой программы «Якутия. Земля героев». Сегодня участники приступили к изучению последнего модуля и готовятся к защите своих проектов. Вероника Таюрская узнавала подробности. К защите проекта готовятся 24 ветерана специальной военной операции. Тематика их работы разнообразна. От поиска заблудившихся в лесу людей до сохранения деревянного зодчества в родном Улусе. Мы все имеем свои проекты. Сейчас у меня, например, новые подходы при проведении поисково-спасательной работы. Служба спасения Республики Якутия, например, по службе, по поисковой работе очень много новых идеологий, цифровых трансформации технологий, и именно при работе новых
поисковых работ. Сегодня курсанты продолжают посещать лекции от представителей якутского правительства и уже готовятся к защите своих проектов. Последний модуль посвящен современным технологиям управления и включает в себя работу с искусственным интеллектом. Пришел сюда с большой надеждой, что наши участники специальной военной операции после окончания специальной военной операции, чтобы реализовать себя, чтобы быть полезным в нашей республике. У нас у каждого есть свой опыт. Допустим, у меня база образования и педагог, и юрист. Поэтому сейчас я очень много нового для себя взял по программе «Якутия, земля героев». Поэтому для меня это большую роль будет в будущем. Путеводными звездами для курсантов стали представители правительства Якутии. Участники проходили стажировки в ведомствах наставников и набирались опыта прямо на месте. У Владимира Жексымбаева наставником был уполномоченный по правам человека в Якутии Сардана Гурьева. Она прошла долгий путь государственной службы. В процессе обучения, передавая опыт, я понимаю, что истинный патриот – это человек, который на протяжении долгого времени, доказывая свою верность Родине, исполнял свои обязанности, не нарушив закона, соблюдая права человека, а также принося благо своей Родине, малой и большой. Обучение курсантов программы подходит к концу. Свои пожелания и советы участникам сказал Георгий Михайлов. Самое главное, чтобы они хорошо учились. Это я тоже на начале каждого модуля говорил. Сейчас уникальная возможность у ребят, чтобы они наверстали те вопросы, узнали ответы на те вопросы, которые их интересуют и которые появились при обучении. Потому что уже в дальнейшем им никто не будет советовать, они будут уже по своим навыкам, по своим компетенциям, знаниям уже принимать решения. Обучение курсантов первого потока республиканской кадровой программы «Якутия. Земля героев» будут подведены в канун Дня Победы 8 мая. Программа уже продлена на 2-й сезон. Вероника Таюрская, Семен Семенов, Якутск. Совет ветеранов Министерства образования и науки Якутии проводит акцию в поддержку участников специальной военной операции. Общими усилиями собрали 3 рулона ткани для создания камуфляжных костюмов. Кроме этого, создаются разнообразные аксессуары, которые дополнят готовые костюмы. Это фурнитура, нашивки, элементы камуфляжной палитры. Материалы получили и направили для последующей переработки волонтерам общественного движения в поддержку мобилизованных из Республики Якутия с тобой. Данная инициатива предоставляет помощь тем, кто находится на передовой, и направлена на активное обеспечение бойцов необходимыми материалами. Конечно, каждый, кто может, ходит, плетет сетки, шьет. У нас отличается этим Сивцева Марина Васильевна, которая добровольно ходит вот как раз в эту общественную организацию «Якутия с тобой» и шьет, и плетет сетки, и мы нынче намерены вот тоже периодически помогать именно плетению сеток. По спредстве Якутии при поддержке столичного оперштаба проходят волонтерские субботники по поддержке раненых бойцов. В акциях участвуют земляки и добровольцы, которые готовят для военнослужащих домашнюю еду, в том числе мясные и рыбные блюда по их просьбам. Продукты доставляются через Северо-Восточный фонд помощи Донбассу, а сбор помощи в Якутске координирует медиакомпания «Саха-Печать». К инициативе присоединился коллектив Саха академического театра имени Аюнского. Работники культуры собрали более 70 килограмм якутских продуктов, сливочное масло, говядину и дикоросы для морса. В апреле группа волонтеров от театра вылетит в Москву, чтобы лично навестить бойцов-якутян в военных госпиталях. Мы собираемся для того, чтобы ребятам доставлять горячую, с пылу жару еду. Бульоны, мясо, пирожки обязательно. Уточки часто бывают. А в свободное время я стараюсь помочь нашим солдатам, потому что они защищают нас. И сознавая все это, я считаю, что мой долг не сидеть дома, если есть время, а помочь по мере возможности, помогать. Во Владивостоке прошла 9-я открытая школа Приморского океанариума, на которой поднимались экологические вопросы от загрязнения водных объектов до формирования экологической культуры личности. Подробнее в материале далее.
Во Владивостоке 19-20 марта прошла Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием стратегии взаимодействия науки, образования и просвещения в сохранении экосистемного биоразнообразия. На мероприятие съехали специалисты в области экологического образования, сотрудники природоохранных и научных организаций России и Китайской Народной Республики. Мероприятие состояло из пленарных и тематических докладов по секциям, открытых мероприятий, экскурсий, а также выставки лучших практик в области экологического просвещения. Не только широкая география объединяет наших участников, но и смыслы, которые мы вкладываем в наши мероприятия. Это умение работать с просвещением широких кругов населения. Это воспитание экологического сознания, природосберегательные технологии, бережное отношение к природе. То есть работа еще и с сознанием населения. Мы можем поделиться теми наработками, которые накопили за 10 лет работы. Это работа и в научных лабораториях, и в ученических лабораториях. Очень большой пласт работы мы делаем в исследовательских ученических проектах. Как работать с семейными группами, со студентами, со взрослыми. То есть мы охватили в просвещении все возрасты. Из Якутии с докладами приняли участие учителя города Якутска. Сардана Данилова, учитель биологии 23-й школы, выступила с докладом «Исследовательская деятельность как одна из форм организации внеклассной работы учащихся по биологии». Ираида Парникова, учитель химии и экологии 35-й школы, выступила с докладом «Здоровье сберегающее образование». И Лариса Иванова, учитель химии и географии 10-й школы, выступила с докладом «Верстовые столбы школьных туристических походов по следам северной экспедиции Витуса Беринга». Ну, сейчас такая задача идет: экологическое образование каждого человека, да? И экологическое просвещение именно проводится в детских садах, в школах, в университетах, колледжах. И поэтому мы, как учителя биологии, химии, экологии, географии, мы обязаны, потому что экологию должен знать каждый гражданин России. Наша 35-я школа инклюзивного направления, да? Поэтому в нашей школе прикреплен медицинский центр. Мы работали этой темой 4 года, и после этого мы издали учебно-методические пособия. Таким образом, мероприятие позволило участникам ознакомиться с научными исследованиями, а также лучшими практиками в области экологического образования. По итогам конференции была составлена резолюция. Иннокентий Кычкин, Владивосток. В регионе активно реализуется образовательный проект «Многопрофильный учитель», призванный решить проблему дефицита кадров в удаленных сельских школах. В настоящее время в Институте повышения квалификации профессиональную переподготовку по 4 направлениям проходит более 30 учителей. Программа позволяет педагогам эффективно преподавать сразу несколько предметов. Например, учитель начальных классов сможет вести математику в 5-6 классах, а преподаватель биологии, химию и географию. По итогам обучения участники проекта получат дипломы, соответствующие требованиям ФГОС. Ближе физика, математика, информатика говорить, да, про это направление. То есть они в инвариантной части изучают, естественно, психологию, педагогику. Ну а в вариантной части мы изучаем методику обучения математики, физики, информатики, показываем им какие-то успешные практики ведущих школ республики. То есть программа достаточно интересная, насыщенная. При этом сразу мы говорим, что понятно, что в тот объем часов, который мы даем, это мало, но мы при этом будем учителей сопровождать на протяжении 1,5 лет, как мы, в принципе, делаем в рамках других различных проектов. О погоде из первых уст 23 марта профессиональный праздник отмечают метеорологи. Как специалисты несут службу в самой холодной республике, выясняла наша съемочная группа. Узнать, что шепчет нам погода завтра или даже на следующей неделе, сейчас легко и просто. Но для того, чтобы прогноз был доступен каждому якутянину в один клик, в гидрометеослужбе трудится больше 1000 человек, от Тикси до Чульмана. Но цель, конечно, не просто предугадать капризы погоды. Это предупреждение опасных явлений, которые могут нанести ущерб и экономике, и населению. Самое главное. Вот.
Вот на этом мы и работаем. Самое главное – не пропустить опасные явления. Они у нас разные бывают. У нас целый перечень на несколько страниц. Засуха почвенная, засуха в воздухе. Вот, пожалуйста, ветер сильный, метели, ливни, град и все что угодно. То есть их явлений очень много. Профиль работы широкий. Если обыватель может обойтись без предсказания температуры, то без данных об осадках, ветре и давлении не будут летать самолеты и ходить судна. Поэтому для точности прогноза синоптики, вооружившись картами, работают круглосуточно. Основная сложность то, что у нас большая территория и погода очень разная, очень разная. В Арктике, допустим, у нас сейчас в Тиксе дует ветер до 17 метров. У нас спокойно и тепло сегодня, хотя утром было довольно-таки прохладно. Вот. На западе вообще снег идет и температура минус 8 градусов. Вот так вот у нас везде все по-разному. В якутское управление стекаются наблюдения с 96 метеостанций и 150 гидропостов в виде телеграмм. После их дешифровки и ежедневного анализа информация не канет в лету, а сохраняется в архиве, например, для составления статистики. Не отменяет это и исторической ценности документов. В частности, данные по метеорологии для города Якутска у нас хранятся с 1829 года. Это наблюдение купца Неверова, который по собственной инициативе в течение 25 лет наблюдал за погодой в городе Якутска. Чтобы понять, как будут двигаться воздушные массы, нужно смотреть на картину в масштабе. Для этого 23 марта 1950 года и была создана Всемирная метеорологическая организация. Так специалисты, в том числе и якутские, могут обмениваться наблюдениями. Планета, подчеркивают синоптики, у нас одна на всех. Эржена Гармаева, Артумен Наговицын, Якутск. В Якутске стартовал форум ювелирного мастерства. На площадке состоялись мастер-классы по изготовлению оберегов, выставка работ ювелиров и дискуссионная сессия. Отметим, что форум проводится совместно с Уральским ювелирным центром. Подробности в сюжете Даяны Федоровой. На форуме ювелирного мастерства молодые уральские дизайнеры представили коллекцию украшений, над которой трудились в течение года. Изделия выполнены из натуральных камней и металлов. Среди необычных материалов даже зубы динозавра, найденные в Марокко. Работы якутских мастеров высоко оценила председатель Национального ювелирного союза Мария Поспелова. Очень интересные работы, очень интересно, что присутствуют традиции национальные. Это сейчас очень популярно, это такой общеевропейский, общероссийский тренд. Очень много кружевных изделий, изделий с натуральными камнями. Это привлекает очень внимание и, конечно же, немножечко так захватывает сердечко. В рамках деловой программы участники обсудили перспективы развития отрасли. Как отмечают организаторы форума, несмотря на активный рост креативных индустрий в Якутии, ювелирное искусство пока остается вне широкого внимания. У нас очень много креативной деятельности в республике, фильмы, да, и художники, да, то ювелирка иногда остается в стороне. Вот мы бы хотели, чтобы она тоже встраивалась очень активно, да, в эту именно креативную жизнь, креативную индустрию, поэтому мы связываем как раз такие ювелирные компании с вот всеми вот этими драйверами креативных индустрий в республике. Форум ювелирного мастерства проходит в Якутске уже во второй раз. В первом он собрал около 150 участников. В этом организаторы рассчитывают не на меньший интерес, в том числе со стороны студентов. Я выбрал эту сферу, потому что у меня отец изготовитель ножов и варганного инструмента хомус, Мальцев Михаил Николаевич, мастер международного класса Кылан УЗ. Как его сын, я хочу продолжить его дело. Хорошее мероприятие для будущих ювелиров. Я очень рад, что я могу познакомиться и поговорить с действующими ювелирами. Форум продлится до 25 марта. Впереди новые встречи, мастер-классы и обсуждения, которые, как надеются участники, придадут ювелирному искусству республики новый импульс развития. Даяна Федорова, Виктор Дечковский, Якутск. Кинокартина режиссера Александра Лукина «Мехеле Чен Булчут» успешно стартовала в прокате, заработав свыше 6 миллионов рублей с момента премьеры 19 марта. На данный момент фильм посмотрели уже около 13 тысяч зрителей. Лента, созданная по мотивам произведения Тимофея Сметанина и Якова Стручкова, стала первым якутским фильмом с говорящими животными. Картина доступна как на языке оригинала, так и в полном русском дубляже. 29 марта география показов расширится. Специальные сеансы пройдут сразу в 9 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Сочи и Красноярск.
Триумфальные выступления масс-рестлеров продолжались 2 дня. Наша республика в общекомандном зачете заняла 1-е место. Чемпионат «Сила Севера» собрал сильнейших атлетов из 30 регионов России. Подробности об этом далее. 11-й чемпионат России по масс-рестлингу торжественно встречает более 150 участников из разных регионов. Впервые главный российский старт по перетягиванию палки проводится на исторической родине этого вида спорта. Масс-рестлинг – национальный вид спорта, активно продвигается в олимпийские дисциплины. И на сегодняшний день он активируется в 109 странах мира на всех континентах мира. Анастасия Галкина вместе с братом представляют на чемпионате Калужскую область. Масс-рестлингом девушка занимается 7 лет. Больше тут зависит от подготовки, даже больше не то чтобы от физической, а от психологической. Всегда достаточно сложно настраивать себя, в особенности, когда ты выходишь вместе, точнее, с сокомандниками. И в целом готовиться к соревнованиям высокого уровня достаточно тяжело. Триумфальное выступление продемонстрировали и спортсмены из Якутии. Сборная нашей республики завоевала 10 золотых медалей, 9 серебряных и 6 бронзовых. В итоге 1-е место в общекомандном зачете. Мне доводилось в Якутии быть 7 раз. И во все времена года Якутия разная, она прекрасна по-своему. Просто удивительный край, что сказать. И я очень уважительно отношусь к традициям республики, к людям Республики Саха-Якутия, которые тепло приветствуют не только своих спортсменов на трибунах, и спортсменов из регионов России, из-за рубежа в том числе, общаются с тобой, подходят, фотографируются там. По итогам чемпионата сформирован состав сборной России для участия в 8-м чемпионате мира по масс-рестлингу, который пройдет в ноябре в Казани. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. 6 медалей в общем зачете. С таким многозначительным результатом для алданских спортсменов прошел чемпионат республики по горным лыжам и сноуборду. За спусками наблюдали наши коллеги из Алдана. Карина Альянова занимается сноубордом 2 года. Выходя на трассу в устрашающем шлеме, она уверена в себе и настроена только на победу. Побеждать, рвать, метать, быть выше, быстрее, сильнее. А рога зачем? Рога для устрашения. Основные соперники алданских сноубордистов – спортсмены из Нерюнгри. На республиканский чемпионат они приехали солидным составом и представили широкую возрастную линейку участников. У нас приехало 12 спортсменов, 13 спортсменов, 2 тренера, но мы тоже заявлены в участии, возраста разные. У нас самому младшему 11, самому старшему 38. Как трассы оценили? Трассы шикарные. Огромное спасибо Минакову Артему за то, что он делает здесь. Это прям дорогого стоит. Одни довольны уровнем трасс, другие горды за результаты воспитанников. Алданские сноубордисты и лыжники показали достойное катание, но есть над чем еще работать. Своими ребятами я очень доволен. Родители вчера были тоже на соревнованиях. Они увидели огромный прогресс своих детей. Поэтому это самое главное для тренера. Ребята все довольны, спортсмены заняли свои положенные места. Кто на что гораст, кто на что катил, тот себе и привез. Во многом победа на трассе зависит от того, как ее изучили спортсмены. Поэтому хозяева трассы всегда в более выгодной позиции и имеют фору перед гостями. Многие на первом пропуске трассы только узнают трассу. У нас есть спортсмены с Якутска, которые только сегодня приехали, только сегодня будут смотреть трассу, а ранее до этого у нас не были. Главное, чему учат тренеры своих подопечных, это безопасность. Излишняя самоуверенность порой приводит к серьезным травмам. Самые главные наставления на то, что надо все делать аккуратно, максимально безопасно для своего здоровья. Если видишь, что не можешь войти в поворот, лучше оттормозись и пройди его спокойно. Республиканский чемпионат по горным лыжам и сноуборду собрал на алданских трассах порядка 100 участников в возрастных категориях от 8 лет до ветеранов горнолыжного спорта.
По итогам 2 дней соревнований и многочисленных спусков лучшей в общем зачете стала команда хозяев. Алданцы собрали по 2 видам 66 медалей. Вторыми стали лыжники и сноубордисты из Нерюнгри, в их копилке 34 награды. Замкнули тройку призеров горнолыжники из Якутска. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин. Алдан. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что провели это время вместе с нами. Всего доброго и до встречи в дальнейших эфирах.